А пензенские русские ласточки не появились? Так вроде с Пензенским такой. Нет, я помню их еще, они еще вчера. Сейчас работают. Мама,
Я вас нашла, Роза. Я так понимаю, что вам мальчики уже не нужны. Я очень учиться. Потому что они наши пельмени. Дмитрий. Дмитрий, знаете, что мы работаем? С вами давно Андрей. Можно второй я же не сделала. Почему я вас тоже не видела? Потому что какие-то решения отменить. Для развития местного туалета, что называется. Ну, еще они как рядышком короче, там, всякие цвета. Когда ночью тренировались, нам навел школьный тур. На школьном отлично, я хочу с вами. Я автомат Калашникова. Проигравший очень из автомата Калашникова. Проигравший из автомата Калашникова. Но внизу в баре есть видео. Да, и тоже перерывал. Они просто поиграть. Всякие стреляют, всякие Раз. Вот, может, микрофон поможет. Нашлась ли у нас команда Пензы? Отлично. Я вас встречу в Сибири. Да. Попросили у нас да.
Все, готов. Оскар, такие диски есть еще? Сейчас я поищу. Куда?
Уважаемые блогеры, технический момент небольшой. У всех ли есть чем писать, на чем писать и что писать, да? Планшеты, листочки, если кто-то интенсивно исписал блокноты, выданные вчера. Вопросы будет желательно записывать, но это полезно, по крайней мере. Наталья, здесь камера стоит, вебка.
Уважаемая команда, еще одно техническое замечание. Я понимаю, как вам трудно будет это сделать, но все электронные устройства, способные предоставить вам информацию извне, надо отключить. Причем и, как говорится, удалите из корзины тоже, да, то есть абсолютный запрет. Да. Я понимаю, вам может показаться, что какой-нибудь факт в вопросе противоречит вашим представлениям об окружающем мире. Вы сможете сделать это в перерыве, проверить этот факт и даже подать апелляцию. Но во время игры, во время обсуждения абсолютно запрещено пользоваться любыми электронными устройствами. Звук на телефонах, да, там, я не знаю, в жюри можно, да, там, я не знаю, вживленные электроды, ну, всякое бывает, в общем, да. Мы ждем ручки, да, у кого-то ручки еще. Так, ну, собственно, мы так, вот из технических деталей плавно переходим к одной из основных частей нашего мероприятия, как раз того, для чего мы все здесь сегодня собрались. Итак, я рад вас приветствовать. С большей частью из вас мы познакомились вчера. Кто успел только сегодня, не то что много потерял, но я считаю, у них есть хороший задел, чтобы сегодня взять реванш. Зовут меня Михаил, фамилия моя Эстрин, я вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр. Все вопросы по вопросам, по идеологии, о том, почему не дали правильную версию и так далее, почему у вас такой плохой пакет вопросов, ну или хороший, все ко мне. Все идеологические вопросы. Помогать нашу сегодняшнюю игру вести мне будет вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Алена Галина. Она учитывает ваши ответы, ваши вопросы, так что с большим чувством и уважением к ней, пожалуйста, относитесь. Все технические детали я расскажу вам по окончании самой главной, самой торжественной нашей сегодняшней части. И для того, чтобы задать высокую планку статуса нашего сегодняшнего мероприятия, я хочу предоставить приветственное слово министру образования и науки Удмуртской республики Андрею Леонидовичу Кузнецову. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите мне поприветствовать вас на первом всероссийском турнире интеллектуальных игр среди блогеров от имени президента Удмуртской республики Александра Александровича Волкова, ну и от себя лично. Пожелать вам успехов, пожелать, чтобы этот первый был далеко не последний. Я хочу, чтобы эти игры состоялись, и чтобы вы уехали с чувством, во-первых, удовлетворения, что вы открыли для себя что-то новое, что у вас появились новые друзья, что то, чем вы занимаетесь, это очень правильно и нужно. Удмуртия, я думаю, что у вас уже была возможность немножко познакомиться, но тем не менее несколько слов я бы хотел сказать об этом прекрасном крае. Мы на сегодняшний день не просто культурный, исторический, промышленный, мы и научный интеллектуальный центр. Это действительно так. Республику обычно связывают с тем, что у нас родился Петр Чайковский. Кстати, это мало кто знает. Мы, конечно, гордимся тем, что у нас до сих пор работает и очень плодотворно работает наш знаменитый конструктор Михаил Тимофеевич Калашников. Мы, конечно, очень рады, что у нас... Мы очень гордимся, что об Удмуртии и о всем финно-угорском народе узнали через бурановских бабушек. Мы гордимся тем, что у нас выпускается самое грозное оружие в виде булавы, тополь М и так далее. Но мы, как вы видите, не агрессивны, мы очень гостеприимны. И поэтому я от души вас приветствую на нашей гостеприимной земле. Желаю вам удачи и успехов. И, как говорится, в добрый путь. Первый турнир по интеллектуальным играм среди блогеров. Ура! Но поскольку у нас блогосфера это не только интеллектуальное, научное явление, да, но еще и молодежное, поэтому я хочу предоставить слово для приветствия заместителю министра по делам молодежи Удмуртской республики Лапиной Евгении Александровне.
коллеги, потому что нас с вами объединяет и прежде всего это и возраст, это состояние души. И совершенно вы сегодня здесь все собрались, ребята, не случайно, потому что вас объединяет всех чувство профессионального сообщества, то, что вы сегодня хотите продемонстрировать каждый свою игру, ну и, безусловно, это желание пообщаться. Ко всем тем брендовым моментам, о которых говорил Андрей Леонидович, я еще скажу то, что Удмуртия является одним из регионов, где у нас образовано, действует, функционирует уже в течение 20 лет Министерство по делам молодежи. Поэтому, кто захочет остаться, мы будем очень рады, или вновь нас посетить, или какую-то страничку, или какую-то информацию, или все, что касается нашей работы с вами, будущей совместной перспективной. Пожалуйста, мы ждем вас в гости. Ну и каждому из вас никакого пера. Да, в Удмуртии в последнее время очень демография пошла в рост. Вот, видимо, благодаря различным способам увеличения численности населения мы лидируем. Итак, и в заключении вот этой нашей приветственной части мне хочется предоставить слово человеку, которому мы обязаны небывалым взрывом блогерских интеллектуальных игр, потому что перед тем, как пригласить гостей из других регионов, мы активно тренировались на местных блогерах. И так все это понравилось, что, в общем-то, развилось вот в такое замечательное мероприятие. Я предоставляю слово директору филиала Удмуртской республики ОАО «Ростелеком» Андрею Алексеевичу Шперлину. Дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем словам, которые сказали вот мои коллеги. Андрей Леонидович очень четко подчеркнул, что Удмуртия – это действительно регион, где живет гостеприимство, радушие и процветает интеллектуальная мысль. От лица компании «Ростелеком» я приветствую вас на этом мероприятии. Хочу сказать, что мы действительно поддерживаем все начинания молодых людей, которые действительно горят и творчески, и интеллектуально хотят выражаться. Видим, что компания «Ростелеком» с благосферой по пути, и мы постарались сделать все, чтобы вы, во-первых, здесь собрались, и сделаем все еще для того, чтобы вы здесь время провели комфортно и очень весело для себя. Хорошей игры вам! Спасибо. Итак, я теперь перехожу к объяснению того, что, собственно, будет здесь происходить сегодня. У нас сложилась немножко парадоксальная ситуация. Сегодня есть команды, которые имеют опыт игры в интеллектуальные игры спортивного направления, что ли, когда и Рудик Квартет. Есть команды, для которых, может быть, сегодняшний опыт будет первым. Ничего страшного. Я думаю, что у всех все получится. Для того, чтобы вы получили максимальную отдачу от своей игры, от своего первого или не первого опыта, я напомню правила, по которым мы будем сегодня играть. Первым блоком у нас идет спортивное «Что, где, когда». Каждая из команд получила пачку бланков для ответов. Это такие маленькие квадратные бумажки, пронумерованные от 1 до 24. На этих бланках вы и будете сдавать нам в игровое жюри ответы по истечении минуты обсуждения. Игра строится следующим образом. Я читаю вопрос. У нас есть презентация, она будет иметь вспомогательный характер. Если вы что-то не увидели на ней или там вам что-то непонятно, ничего страшного. Вопрос лучше записывать, потому что в вопросах «Что, где, когда» нет случайных слов, нет каких-то конструкций словесных, которые вам могут показаться странными или необычными. Если вы такую конструкцию заметили или почувствовали, что я что-то стараюсь выделить голосом, то это намек вам, что это слово или это выражение является ключевым. Где-то здесь ключ к правильной версии и, соответственно, к правильному ответу. Итак, я зачитываю вопрос, очень желательно его записывать. После окончания чтения вопроса я объявляю минута на обсуждение или время. У
вас есть ровно 1 минута, чтобы выдвигать версии, спорить, соглашаться с друг другом, придумывать какие-то альтернативные ответы. В общем, честно, отработать нужно минуту. После того, как пройдет 50 секунд, я скажу, осталось 10 секунд. Это будет своеобразным сигналом капитану команды, что из всего множества версий, которые вы выскажете в ходе обсуждения, вам нужно сосредоточиться на 2, максимум 3. Потому что после того, как я скажу минута, у вас будет не более 10 секунд для того, чтобы написать ответ на бланке для ответа. Пишите его, пожалуйста, прямо поверх серой цифры. Не надо писать на обороте, на репле там стараться, собственно, чтобы нам уже видно удобно, да, обрабатывать эти ответы. И у нас сегодня нет ласточек, поэтому ласточку надо выделить в своем коллективе. Это дополнительный фитнес, я думаю, ничего страшного. Ласточка идет, не надо бежать, да? То есть, если мы видим, что вы уже не пишете, а ласточка чинно и грациозно следует в игровой жюри с ответом, мы будем знать, что вы не нарушили регламент. И кладете этот ответ на стол, или вот Алене Константиновне, или мне, в общем, доставляете его в игровой жюри. После этого мы собираем все ответы, их учитываем у себя, я сообщаю вам правильные ответы. Большая просьба, ведите собственный учет. Если вы считаете, что вы дали правильный ответ, ставьте себе плюсик. Если неправильный, то минус. Потому что в конце игры у нас игра будет строиться 12 вопросов, потом перерыв и еще 12 вопросов. И вот где-то в перерыве может выясниться, что после того, как мы огласили предварительные результаты, и вам кажется, вам сказали, что у вас 12 правильных ответов, а вам кажется, что у вас 12, вы подходите к нам, и мы разбираемся, где мы допустили ошибку или где вы себе неправильно засчитали. Остановлюсь на 2 ошибках, которые допускают даже очень опытные команды на чемпионатах России, на чемпионатах мира. Это ошибки, связанные с неправильной подачей ответа. Первая ошибка, свойственная, мне кажется, скорее для начинающих команд, это двойной, тройной и так далее ответ. Допустим, команда догадалась, что в вопросе речь идет про сказку «Репка», и надо назвать какого-то героя из этой сказки. Причем в вопросе должна была быть отсечка, чтобы позволяющая мышку от детки отличить. Ну, допустим, команда эту отсечку не услышала. И капитан так хитро пишет, там, внучка, жучка и всех перебили. Вот, такие неправильные ответы, такие множественные ответы, они неправильные. Мы не ищем на бланке правильный ответ, мы сразу видим неправильный и не можем вам зачесть. Поэтому, если вы не знаете, что написать Пушкин или Лермонтов, выберите, кто вам пишет, в конце концов, подбросьте монету, да, но ответ на бланке должен быть один. Вторая ошибка, она называется неудержание формы вопроса. Как правило, команды обсуждают вопросы очень бурно и эмоционально. И это прекрасно, собственно, это одно из тех чувств, которые мы хотим вас пробудить, и за которые мы любим интеллектуальные. И часто бывает, что к концу минуты обсуждения команда не помнит, о чем ее спросили вначале. Это выглядит смешно, но это так и бывает. И в результате на вопрос, какого цвета, мы получаем ответ круглый, на вопрос, ответить 2 словами, мы получаем 1 слово и так далее. В опытных командах есть специальный человек, который на профессиональном жаргоне называется незабудкой. Вы можете очень быстро сейчас в своих рядах назначить такую незабудку, и перед командой он отвечает за форму вопроса. То есть вот он слушает ведущего и должен записать. Ответьте 2 словами. И когда на 55-й секунде капитан с горящими глазами спрашивает, что нас спросили, этот человек незабудка, он и говорит, вот ответьте 3 словами. И вы очень быстро и правильно даете ответ, я надеюсь, правильный. Итак, по-моему, я остановил. Да, значит, если вот ситуация, если вам кажется, что вы дали правильный ответ, или вы дали ответ не хуже правильного, у вас будет возможность написать апелляцию на зачет вашего ответа. Апелляция пишется, как правило, начинается со слов «просим засчитать наш ответ такой-то на вопрос такой-то».
команда проникла в логику вопроса и так далее, все такие красивые формулировки. У нас очень представительное апелляционное жюри в лице наших VIP-гостей. Председателем этого VIP-жюри является Алена Константиновна, ну, чтобы совсем уж беспредела не было, да, в зачете апелляции. Вот. И мы предусматривали в регламенте платную подачу апелляции, но благодаря тому, что у нас спонсор Ростелеком, организатор, платные апелляции отменены, но нам бы хотелось к вечеру закончить. Да? То есть, поэтому не злоупотребляйте, пожалуйста, своим правом на подачу апелляции. Итак, мы закончили с лирической частью, переходим к части практической. Сейчас будет нулевой вопрос. Нулевого бланка у вас нет, поэтому сдавать ответ на него не нужно. Нужно просто по одному представителю от команды подойти за раздачей. Он у нас с раздачей. Вы берете листочек, эти раздачи можно разливать, они просто разрезаны для того, чтобы вам было удобно. Так, все. Вот вы можете насладиться этой раздачей, но у нас сегодня праздник интеллектуальный, у нас будет два нулевых вопроса. И первый разминочный тренировочный вопрос я прошу задать Андрея Леонидовича Кузнецова, министра образования и науки Удмуртской республики. Ну, учитывая, что это разминочный вопрос, это вопрос будет из школьной программы. Моя должность, я думаю, это предопределяет. Для того, чтобы на него правильно ответить, вам понадобится немножко вспомнить физику, немножко напрячь мозги, фантазию и так далее. И самое интересное, удовлетворить им мое любопытство. Представьте себе, что у вас есть на столе вот такой парометр. Что такое парометр, знаете, надеюсь, да? Вот такой конфигурации. Все видно, нет? А также шпулька ниток и линейка. Вопрос. Как там говорят? Внимание, вопрос. Как измерить высоту небоскреба при помощи параметра и всех этих вещей? Кто назовет большее количество вариантов, тот и выиграл. А тот, кто назовет 8, от меня получит специальный приз. Осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Сдавать пока ничего не надо. У нас это, конечно, самый необычный разминочный вопрос, как я понимаю, в истории интеллектуальных игр. Мы посовещались и приняли решение, что ответ на него вы можете сдать в перерыве. То есть вы найдете эти 8 способов. Нет? Нет? Давайте так. Ответы готовы? Просьба сейчас, те варианты, которые есть, сдать, а окончательные еще принимаются. Он же разминочный. А на чем сдать? Так, ну, изначально предполагалось, что нулевой разминочный вопрос будет несколько другим, но я так понимаю, административные ресурсы. Так, хорошо. Значит, под давлением авторитета ведущего время сдачи ответа на этот вопрос продлено до перерыва. Я надеюсь, это не пойдет в ущерб остальной игре. А мы переходим ко второму нулевому вопросу, который
больше в традициях интеллектуальных игр. Итак, нулевой вопрос. Я читаю. Надеемся, этот вопрос не покажется сложным даже неопытным игрокам. Перед вами он работы китайского мастера Гэ Линин из провинции Фунцзянь. Назовите его одним словом. Время. У вас нет, вы не сдаете, у вас нет нулевого плана, вы не сдаете для ответа. Осталось 10 секунд. Время. Если бы мы играли в зачет, сейчас вы бы начали писать на бланке ответ, правильный или нет, и потом бы отнесли его в игровой жюри. Но поскольку этот вопрос нулевой, разминочный, поэтому я ответ вам сообщу. Но как его нужно было брать это для неопытных команд? Вот эти слова, что не покажется сложным даже для неопытных игроков, неопытных или начинающих игроков часто называют чайники. Перед вами, собственно говоря, образец китайского чайника, который, надеюсь, что у нас после этого вопроса чайников уже не осталось. Поэтому мы переходим уже к настоящим серьезным играм. Итак, вопрос номер 1. Правила дорожного движения Швейцарии запрещают некоторым водителям разговаривать за рулем под страхом лишения прав. Каким недостатком обладают эти водители? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Давайте, это будет последнее исключение, да, если я говорю 1, то вы должны уже находиться в пути. Как минимум. Итак, правильный ответ на первый вопрос. Это у людей, так сказать, недостаток. У них они просто люди с ограниченными возможностями. Это люди немые или глухонемые. Они, соответственно, разговаривают руками. Нетрудно представить себе, каким печальным последствиям может привести разговор за рулем глухонемого. Да? Вопрос номер 2.
По одной из версий, освоение целины, начавшееся без предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры, при всей своей убыточности имело важное значение. Благодаря ему удалось практически незаметно перевести большое количество грузов и людей в район строительства. Чего? Время. Осталось 10 секунд. Это был фальштарт, окей, мы уже действительно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Я убедительно прошу команды писать все-таки поверх серой цифры свой ответ, а не наоборот. Итак, правильный ответ на вопрос номер 2. Ну, достаточно просто, мне кажется, надо было вспомнить объект в тех же краях примерно и тоже масштабно. Это строительство космодрома мы подумаем, засчитывать ли просто космодром и примем, я надеюсь, правильное решение. В ответ вопрос номер 3. На современной карикатуре некое животное чувствует себя в опасности после слов фотографа «Сейчас вылетит птичка». Назовите это животное. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Нет, это не мышка. Значит, правильный ответ на этот вопрос, но тут аллюзия на свиньи по воронам, то наоборот, правильный ответ это свинья. Но мне приятно отметить
что все присутствующие команды открылись, то есть дали правильный ответ не ответом свинья, а предыдущим. То есть у нас у каждой команды есть хотя бы один правильный ответ. Все вы, значит, уже приехали не зря, но кто победит, посмотрим, кто сделает меньше ошибок. Итак, идем дальше. Вопрос номер 4. В 1956 году японский инженер Йосио Окада разработал принцип устройства современного канцелярского ножа, глядя на нее. Анатолий Вассерман старается съедать не менее 2 их каждый день. Назовите ее 2 словами. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну вот на 4-м вопросе у нас случился первый случай неудержания формы вопроса. Ответить надо было 2 словами, даже если вам кажется, что я с одного все понятно. Правильный ответ на этот вопрос – это плитка шоколада. Как известно, канцелярские ножи современные, они отламываются, чтобы вновь было острое лезвие. Итак, вопрос номер 5. Главный герой романа Алексея Иванова «Комьюнити» бежит в столицу от провинциальной тоски, бездеятельности и безразличия. Назовите небольшой северный город, из которого он родом. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Все. Итак, главный герой бежит, вот он от тоски и прочих чувств, которые связаны с таким явлением, как апатия. Собственно, город Апатиты. В тексте вопроса мы пытались передать эти такие не очень радостные чувства. По одному человеку от команды нужно подойти, чтобы взять раздаточный материал. Так, у всех, да, есть? Отлично. Ну вот, собственно, его можно видеть и на экране. Вопрос номер 6. Перед вами реклама ресторана сети Макдональдс. Закрытый от вас плакат, расположенный всего в 3 метрах от левого, несколько уточняет информацию на нем. Воспроизведите надпись на этом плакате. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, все. Ну вот это вопрос с тем примером, что нет случайных там слов, цифр в вопросе. Вам не зря было сказано, что всего в 3 метрах от него этот плакат находится, потому что надпись на нем гласит «Макдональдс 197 метров». Ну вот такие датские рекламные идеи. Это да. Значит, вот коллизия. У нас 2 ответа, как казалось бы, близких к правильному. Да? Первый ответ: осталось еще 197 метров и бесплатный туалет 197. Игровое жюри принимает Соломоново решение. Осталось еще 197 метров, это зачет. А, к сожалению, бесплатный туалет и 197 метров — это 2 разных ответа. Поэтому это не зачет. Лишняя информация присутствует. Потому что, в конце концов, мы не можем сказать, что Макдональдс — это исключительно только бесплатный туалет. Да? Вопрос номер 7. В книге Эдуарда Успенского Чебурашка, живший в телефонной будке на половине квадратного метра, просил увеличить ему жилплощадь. Комиссия, пришедшая осмотреть его жилище, предложила сделать с будкой это. С известной игрушкой сделать это невозможно благодаря особой форме нижней части и смещенному в ней центру тяжести. Назовите эту игрушку словом без дефиса. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. Обращаю внимание команд, что сдавая ответ досрочно, вы лишаете себе права исправить его, а ничего не приобретаете взамен. Моя искренняя рекомендация, даже если вам пришел правильный ответ на первой секунде, ну подождите, порассказывайте друг другу анекдоты в конце концов. Правильнее технически сдавать ответ на последней секунде. Между тем там уже было 8, 9, 10, да? Все ответили правильно, все знают творчество Успенского. Утку комиссия предложила положить на бок, ну а игрушка без дефиса это не валяшка. Вопрос номер 8. Он, устроенный по принципу неваляшки, сделан для того, чтобы не страдали вещи рассеянных хозяев. В конце XIX века предпринимались попытки выпускать их газовые и спиртовые модели. Назовите их. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Правильный ответ на вопрос номер 8. Вещи рассеянных хозяев, ну, чаще хозяек страдают от того, что на них забывают утюги. Утюг неваляшка позволяет избежать этой проблемы, потому что он всегда стоит в неприжигающем варианте. Итак, вопрос у нас есть? У нас есть. Прекрасно. Вопрос номер 9 будет с раздачей. Я прошу команды подойти за раздачами. А кто нетерпелив, может лицезреть вот этого замечательного человека. Да, спиртовые утюги, конечно, это мечта каждой семьи. Итак, вопрос номер 9. Перед вами фотография австрийского дирижера. Сайт tuba.net.ru говорит, что ее длина обычно в несколько тысяч раз меньше, чем можно видеть на фотографии. Внимание, вопрос. Назовите фамилию этого дирижера. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. В игровом жюри была небольшая дискуссия, будет ли этот вопрос гробом, но я верил в нашу благосферу, поэтому не ошибся, у нас много правильных ответов. Все дело в том, что фамилия этого замечательного дирижера Кох. У него мы наблюдаем палочка Коха, но известный возбудитель туберкулеза палочка Коха несколько меньше по размеру. Да? Итак, вопрос номер 10. На плакате рекламе салона, фотосалона в качестве образцов продукции выступали фотографии знаменитостей. Например, на образце фото для финской визы стоял Вилли Хаапсалу, для пенсионного удостоверения Мадонна. А кто сфотографирован на образце для паспорта Российской Федерации? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. Все уже, нет? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну, это вопрос больше удовольствия доставил, чем позволил вырваться каким-то командам вперед. Хотя ответ «укупник» для меня непостижим. Это Жерар Депардье, совершенно абсолютно всем, по-моему, известная история, как можно в России быстро получить паспорт. Да? Вопрос номер 11. Их количество является важным параметром, например, компьютерных мониторов. Их использование группой математиков в 1999 году привело к тому, что спутник НАСА оказался в 2 с лишним раза ближе к планете, чем предполагалось, и сгорел. Назовите сказочную героиню, получившую свое имя от них. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Все, да? Сказочная героиня мамонтенок, это интересно. Извините, это мама Ноки. Мониторы компьютерные в мононоках не мерят, а его мерят в дюймах. Соответственно, сказочная героиня — это дюймовочка. Итак, уважаемые команды, перед 12-м вопросом. Перед 12-м вопросом я расскажу вам, что у нас будет далее. После того, как мы отыграем этот вопрос, жюри нужно будет примерно 1 минута для того, чтобы произвести подсчеты и огласить предварительные результаты после 12 вопросов. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по числу баллов, которые вам зачли, один человек от команды, самый умный или самый красивый, как уж выберете, подходит, и мы производим сверку и выясняем эту проблему. Все остальные в это время могут отправиться на кофе-брейк. Вообще это ноу-хау Ростелекома и Ижевского клуба интеллектуальных игр. Совмещение интеллектуальных игр с кормлением дает потрясающие результаты, поэтому вы можете почувствовать это на себе. У нас перерыв будет примерно 10-15 минут. Вы сможете также подать апелляции, об этом я чуть позже скажу. Мы готовы раздаточный материал вам выдать. Можете подойти за раздаточным материалом. Итак, у всех есть раздаточный материал. 16 февраля 2013 года некоторые информационные агентства разместили новость, которую мы вам раздали. Какие 4 буквы мы в ней пропустили? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. У нас обилие самых разнообразных сочетаний из 4 букв. Одна, Пушкин — это не 4 буквы, да, а вот поле — это явная попытка как-то
мейнстриме, так скажем. Я не исключаю, что это претендент на лучший неправильный ответ. Он у нас будет награждаться, но я искренне абсолютно не пытаться придумывать его специально. Потому что лучший неправильный ответ — это, как правило, плод напряженного размышления в течение всей минуты. Все достаточно просто. 16 февраля празднует день рождения. Кто же у нас празднует? Йоко Оно. Букву Йоко мы пропустили. Уважаемые команды, кофе-брейк у нас будет в этом помещении. Никуда ходить вам далеко не надо. Мы готовы? Промежуточные результаты после 12 вопросов. После 12 вопросов команда Барниаполь и Алга по 11 баллов, по 9 баллов у команд Блок Джо и Скар, извините, по 8 баллов команды Сурские ласточки и Пур-Пур. Хорошо, 7 баллов у команд Духовные скрепы и Центр, 6 баллов у команд Регион 96 и Дорогами добра, 5 баллов команда УПОК и 4 балла Тюменская сборная. Во втором туре можно набрать еще 12 вопросов, догнать и принимать лидера. Если команда какая-то желает написать апелляцию на зачет какого-либо ответа, нет, пишите. Какие нам посчитали? Какие нам посчитали? Мы, короче, а если бы попробовать так ответить, на самом деле, а ты сначала один был вопрос, а потом Просим зачесть ответ такой-то, а вопрос такой-то. Вот там и многоточие. Волосатик?
Я сейчас упаду, это же было больно. Желающие подать апелляции могут сделать это мне. Разборчивый почерк увеличивает шансы команды на зачет апелляции. Я думаю, любые указания на правильный состав, как бы очевидно, что разговаривают жестами, да?
нас спасибо. Я думаю, не тоже сейчас Я, знаете, завелся даже. Он очень много времени просто снимает. Скажу, открой.
То есть, может относительно количества или даже здесь. Уважаемая команда, у нас, я думаю, полутораминутная готовность для продолжения нашего ресталища. Так, у нас готовы решения апелляционного жюри, и огласить апелляции, а также решения по ним я прошу председателя апелляционного жюри Алену Константиновну Габину. Итак, нам поступило 3 апелляции. 2 апелляции на зачет ответа космодромов. Просим зачесть как правильный ответ космодром на второй вопрос, так как, во-первых, заявление других космодромов, во-вторых, Байконур название населенного пункта, в-третьих, в формулировке вопроса не было указано, из скольких слов должен быть ответ. Вторая апелляция, просим зачесть как правильный ответ космодром на вопрос номер 2, так как космодром СССР на целине был единственным. Вопрос не требовалось указать название населенного пункта, от которого происходило название космодрома. Апелляционная комиссия 3 голосами против 1 решила зачесть этот ответ довольно конкретно, то есть как бы не быть чрезмерно строгим зачетом. И поступила 1 апелляция на 2 вопроса. Команда просит засчитать ответ на первый и 6-й вопрос. На первый был ответ однорукий, на второй был ответ про бесплатный туалет 197 метров. В первом вопросе команда нашла логику вопроса, в ответе были названы люди с ограниченными возможностями. Отсечка, что однорукие разговаривают за рулем без вреда, нет, ведь они говорят по телефону. Если они говорят по телефону, то чем они держат руль? Вот разговаривают, включают в себя и телефонную что-то там. Апелляционное жюри единогласно решило, что ответ однорукий при правильном ответе глухонемые и глухие зачесть довольно проблематично. Более того, есть отсечка по факту, то есть есть факт, что есть закон о запрете на разговор в автомобиле для глухих, но нет закона, что запрет на разговор для одноруких. То есть, если вы нам представите этот закон, мы с удовольствием и радостью зачем и извинимся перед вами. Аналогичная апелляционная комиссия единогласно отклонила ответ про бесплатный туалет, потому что плакат был перед вами, про бесплатный туалет, о нем ничего не сказано. Все. Ну, мы потихоньку собираемся, да, я хочу похвастаться немножко. На взгляд Ижевского клуба интеллектуальных игр лучшая апелляция всех времен и народов была подана именно на нашем одном из школьных турниров. Она гласила: просим зачесть наш ответ такой-то на вопрос такой-то, потому что в вопросе не было намеков на правильный ответ. Это абсолютно универсальная апелляция, позволяющая засчитывать и вообще показывать стопроцентные результаты на всех турнирах. Вот, мы хотели бы сохранить за собой ноу-хау и как бы приоритет в этом вопросе. Итак, мы переходим к второй части нашей игры. Мне приятно отметить, что у всех команд есть хотя бы один неправильный ответ. То есть борьба, есть где разгуляться. Вопрос номер 13. В США в номерах некоторых домов используют
различные арифметические операции. Сложение, вычитание, деление. Назовите общую особенность всех этих домов. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я живо представил себе ответ, написанный кровью, когда ручка не пишет. Ответ на вопрос номер 13. Но в вопросах, что иногда имеет все значение, в том числе и номер вопроса. У всех этих домов есть общий номер 13. Не любят американцы эту цифру, то есть там не номер 13, там, как правило, 26 разделить на 2 и так далее, всякие производные, но действительно у этих домов фактически почтовый адрес с номером 13. Вопрос номер 14. Согласно источнику, он не принимал тех, кто явился к нему в одиночку. Одно из описаний легендарной его могилы принадлежит человеку по имени Вардан Геворкян. Назовите его одним словом. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. По мнению некоторых команд Ленин не принимал тех. В одиночку исключительно парами или там ходаки, да? Нет, это не Ленин. И это даже не ковчег, потому что ковчег не мог сам принимать. А вот тот, кто принимал на ковчег, его звали никто иной, как Ной.
Фамилия армянского исследователя вам была подсказкой для того, чтобы мы нашли правильную версию. Тем не менее. Вопрос номер 15. Вопрос по раздаче. Я прошу подойти команды за раздаточным материалом. Уважаемые команды, еще хочу обратить ваше внимание, обязательно нужно сдавать бланки для ответа. Мы их пересчитываем, чтобы мы не думали, что мы потеряли ваш ответ и так далее. Не знаете, что писать? Есть известная рекомендация, пишите Пушкин. Иногда бывает правильный ответ. Вопрос номер 15. Перед вами ответ одного программиста в анкете на вопрос о наличии у него детей. Какие единицы измерения подразумевались в этом ответе? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Мне очень нравится ответ хромосомы. Ну, действительно. Есть ли у вас дети? Да, я должен сказать, что в этом изображении не было никаких эротических аллюзий. Это вопрос был из серии, ну как бы, детей нет, но скоро будут. Подразумевалось, что имеется в виду месяцы. Ученые утверждают, что там с каких-то нескольких дней уже сознание есть у ребенка. Ну, 6 месяцев в животе уже можно с ним общаться, по крайней мере, он толкается в ответ. Вопрос номер 16. Стив Джобс говорил: я не доверяю компьютеру, который не могу понять. Какую букву мы пропустили в этой фразе? Время. Уважаемые зрители, я обращаю внимание, не надо помогать команду. Команда играет по 4 человека, 4 людей могут быть. Осталось 10 секунд. Использование зрителей приравнивается к использованию электронной техники, поэтому время, пишем и сдаем ответы. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Самое такой хороший ответ — бубу-я. Конечно. Нет, на самом деле Стив Джобс говорил, что он не доверяет компьютеру, который не может поднять. Соответственно, техника... Спокойно. Вы увидите эту картинку. Правильный ответ только тот, где буква «Д» написана. Я прошу послушать меня, пока мы тут раскладываем раздачу. Результаты «Что, где, когда» игры имеют значение для распределения команд по эрудит-квартету. То есть у нас будут 4 группы, сформированы по итогам «Что, где, когда». Каждый будет по 3 команды, будет полный круг эрудит-квартета, то есть 3 раунда: темный, светлый и полутемный. И победитель каждой группы будет финал, где они разыграют места с 1 по 4. Все остальные команды будут считаться занявшие 5-е место, что тоже неплохо. Всегда можно будет сказать, что мы заняли 5-е место среди 12 команд. Так, я прошу подойти за раздаточным материалом. Собственно, говоря, вы его видели все, да, уже? Итак, вопрос номер 17. Розданный вам калаш носит заголовок «Михалков пропуск». Заполните пропуск устойчивым словосочетанием из 3 слов. Время. Осталось 10 секунд. Время. Я согласен, что многое выражение из 3 слов очень смешных в русском языке. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ну, я думаю, на втором чемпионате блогеров, даст Бог и живы будем, сделают такой коллаж, вместо Михалкова можно будет засовывать свою голову. Это будет картинка называться «Михалков» или там известный блогер в кругу друзей. Вот, если только друзья не будут никаких претензий по поводу использования его светлого образа. Да, Мила Кумина добавишь. Да. Итак, вопрос. Если нам увеличат бюджет, мы сможем планировать друзья и представлять. Итак, вопрос номер 18 также будет в раздаче. Вы можете подойти за раздаточным материалом. Итак, вопрос дуплет. В вопросе 2 вопроса. Сдаете вы ответ на одной бумажке, на которой присутствует 2 ответа. Да? На первый вопрос у вас будет 30 секунд, и на второй тоже 30. Итак, дуплет, первый вопрос. Перед вами
Портрет вождя индейцев Айова, работы Джорджа Катлина. На сайте Leprosarium.ru этот портрет был размещен с подписью из одного англоязычного слова. Напишите это слово по-русски или по-английски. Секунд прошло. Второй вопрос. Перед вами портрет неизвестной женщины. На сайте Leprosarium.ru этот портрет был размещен с подписью из одного английского слова. Напишите это слово по-русски или по-английски. Время. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Все. Но мне кажется, все-таки Пушкин недостаточно оригинальный. Хотя бы Пушкин Наталья Николаевна, допустим, Пушкин Ахматова. То есть было бы понятно, что команда искала, да, какая-то разработка. На самом деле все достаточно просто. Первый это у нас, ну это вы увидите этих людей, это не они. Значит, первый ответ это фейспалм. Второй это Facebook. Ну, фейспалм это рука к лицу, да, можно видеть, что у вождя тут как будто ладонь отпечаталась. И Facebook это, ну, собственно, там все видно. Итак, вопрос номер 19. Согласно анекдоту, когда голливудским актерам предложили сыграть великих композиторов, Сталлоне решил играть Моцарта, а Жан-Клод Ван Дам Шопена. Шварценеггер, подумав некоторое время, произнес: «Я буду кем?» Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Все. Вот есть замечательная, неправильная и даже щелкающая, что означает версия Шварц, да, но трудно предположить, что голливудские актеры знают советских композиторов. Правильный ответ на этот вопрос Шварценеггер подумал и сказал: I will be не Бек, а Бах. Иоганн Себастьян Бах. Очень похожая фраза. Вопрос номер 20 у нас с раздачей. Прошу подойти команды за... Вопрос номер 20. Глядя на это фото, автор вопроса постоянно вспоминает испанца. Назовите этого испанца. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Глядя на эту картину, вспоминается один испанец, автор картины «Постоянство памяти». Это Сальвадор Дали. Ну, как нетрудно заметить, есть некоторая аллюзия, но это вот острый глаз Александра Евгеньевича Михалкова выглядел, которого вчера я представлял. Вопрос номер 21. Согласно анекдоту, на воротах этого развлекательного объекта висит объявление. Оно сообщает, что женщинам из некоторых селений вход воспрещен. Мы не спрашиваем вас, из каких селений. Назовите этот развлекательный объект словом из 8 букв. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, все. У нас здесь ресторан, карусель, аквапарк. Кто? Пушкина у нас, а Пушкин 8 был. Но нет, Пушкина пока не вижу, Пушкин не является развлекательным объектом, это тяжелый труд. Значит, не зря в вопросе 2 раза упоминались селения. Самые известные селения, которые должны приходить вам в голову при таком повторении, это русские селения. Соответственно, женщины в русских селениях могут остановить на скаку коня. На ипподроме такое умение совершенно никому не нужно. Поэтому в анекдоте говорится, что русским женщинам из русских селений нельзя на ипподром. Да. Итак, вопрос номер 22. Согласно протоколу HTTP, веб-сервер должен в каждом сообщении отправлять трехзначный код. Например, код 404 означает, что запрашиваемый ресурс не найден. А какой код предложил работник Google Тим Брей для ресурсов, заблокированных со стороны государства? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Есть правильный ответ уже? Нет, есть близкие ответы, особенно мне нравится ответ 666. Да? Некий намек на не совсем сакральную свойство государства. Правильный ответ это 451. Намек на известную книгу 451 по Фаренгейту, где государство боролось с источниками информации более радикальным способом. Ну что ж, в нашей игре должно было случиться все. Кнопки, я не знаю, были у нас или нет, то есть вопросы, на которые ответили все. Есть и первый игрок, никому не обидно. Одна команда, видимо, вспомнила эти реалии. К сожалению, 80 признать 50 мы не сможем даже. Хорошо, к вам относясь. Вопрос номер 23 с раздачей. Подойдите, пожалуйста, за... Вы пока можете видеть ее на экране. Согласно шутке, именно так
в институте магии выглядит он? Как правило, в российских вузах большая их часть приходится на мартовские и апрельские выходные. Он регулярно проводится в филиалах ОАО «Ростелеком» по всей стране. Назовите его 3 словами. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Мировой апрельский субботник? Нет. Нет, мартовский апрельский субботник. Молодец, команда взяла многие реалии из вопроса. Но хочется отметить, что вот эта картинка неспроста упоминается, что это в институте магии, потому что для особенных людей этот институт открывают, видимо, это не что иное, как день открытых дверей в институте магии. Вопрос, сейчас будет вопрос номер 24. После этого вопроса я очень прошу, если кому-то захочется написать апелляцию, сделать это в 3 раза быстрее, чем мы это делали после первой части. Также процедура сверки предусмотрена. Хочу обратить внимание команд. Если у команд, претендующих на первую тройку, будет одинаковое количество баллов, рейтинг мы сразу не считаем. Мы проводим перестрелку на 3 вопросах. Если перестрелка не выявляет первое, второе или третье место, мы тогда только считаем рейтинг. Напоминаю, что ваше место важно для определения итогового победителя в случае равенства показателей по итогам 2 игр. После того, как мы закончим все эти формальности, у нас будет обеденный перерыв, большой, и мы вас будем ждать по программе, я немножко запамятовал тогда здесь на регистрацию, но вы, наверное, все по-моему, в час 30, да, по-моему? В час регистрация, полвторого начала, да? В общем, вы подходите к часу, и мы сообщаем вам, как мы распределились по группам, где что играет, как мы играем, что, как и что, когда происходит. Так. Итак, вопрос номер 24. На одном шуточном плакате изображена заглавная героиня советского фильма. В подписи к картинке присутствует вопрос. Ты кто такая? Назовите упомянутую героиню. Время. Главная героиня.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Да. Правильный, но это некрасиво. Ну ладно, раз вы сдали неправильный ответ. Правильный ответ. Ну, не то, что мы вам хотим сказать это, но правильный ответ — это Мэри Поппинс. Ну, известная шутка, ты кто такой, до свидания. Мэри Поппинс, до свидания. Правильный ответ, Мэри Поппинс, надо было назвать героиню. Я прошу буквально минуту времени для того, чтобы мы ввели. А нам не надо минуту времени? Нам не надо минуту времени. Мы объявляем результаты предварительные после 24 вопросов. Извините, а есть команда, не будем показывать на нее пальцем, которая хочет написать апелляцию? Может, таких команд есть? Хорошо. Команда Алга 22, 18, Блок Джоб 17, команда Центр 16, по 15 баллов команда Пыр или Сколь, если опять неправильно назвала, 14 Духовные скрепы и Стужские ласточки, 12 Регион 96, 11 СПОК, 10 Дорогами добра, 9 Тюменская сборная. Итак, давайте технический вопрос. Есть команды, которым кажется, что у них меньше, чем им сказали. Один человек от команды. А есть команды, которым кажется, что им засчитали что-то лишнее. Нет? Ну, вдруг. Так. Есть команда, которая хочет написать апелляцию. Вы уже написали апелляцию. Отлично. Так, мы уточнили, одна апелляция поступила, есть ли еще апелляции? Итак, поступила одна апелляция на вопрос номер 14 с очень уверенной формулировкой. Прошу засчитать правильный ответ Ковчег на 14 вопрос. Единогласно апелляционное жюри решило, что согласно вопросу одно из описаний легендарной его могилы принадлежит человеку по имени Вартан Геворкян. У Ковчега могилы быть не может. Могила это все-таки относится к человеку, поэтому апелляция единогласно отклонена. Таким образом, у нас прекрасная картина. У нас нет перестрелки за первое, второе, третье место. Все распределились. У нас выяснены все спорные моменты. Я с удовольствием отпускаю вас на прекрасную трапезу. Всех жду. Подождите, да. Мы же должны еще сдать 8 способов измерения.
Что? Или нет? Я просто сюда вот колонку планировал поставить. Но потом все равно там играть. Подожди, мы еще дадим. Подожди. Даже еще не все написали. Это еще без 13 у нас использовали физического мая. Выше всех успехов. Не стали дописывать, потому что вы уже уходите. Я можно сделать? Да. У нас веселые. Не забудьте, что физическое внимание барометром подбавить. Просто не ставили, Почему 17? Научный деятель. По-моему, 12:00. У нас 8. Не страшно. Сейчас я все верно. Но только не забудьте вот про байт. Мы его не написали. Он же верный. Активность возросла перед обедом.